Специализация – это эластомерные материалы, адаптированные под наши условия Крайнего Севера, чтобы они могли эксплуатироваться. Моя научная работа, она заключалась в совмещении двух материалов, которые являются термодинамически несовместимыми, которые не образуют равновесную систему. Это сверхвысокомолекулярный полиэтилен совместно с резиной. У нас получилось добиться адгезии, которая превышает прочность одного из материалов, это резины. Когда мы пытаемся их отслоить, то отслоение происходит не по границе взаимодействия, а разрушается сам материал, резина. По поводу своих наработок, получается, помимо фундаментальных исследований, там где исследовалось совмещение сверхвысокомолекулярного полиэтилена с резиной, я занимаюсь внедрениями, разработкой различных резинотехнических изделий именно под наши условия. Сегодня 12 декабря 2020 года. В Якутске сейчас на данный момент официальная температура воздуха составляет минус 47 градусов. Мы вынесли два пыльника на мороз, выдержали их полчаса. Сейчас будем испытывать их. Это китайский. Разлетелся от удара. А вот этот пыльник был разработан в лаборатории. Наш пыльник выдержал этот. В лаборатории учебно-научно-технологической технологии полимерных нанокомпозитов при Северо-Восточном федеральном университете. Изучая рынок, который у нас есть в России, то я понимаю то, что есть очень много резинотехнических изделий, которые очень прекрасно работают до минус 40 градусов. Из-за того, что температура, которая опускается ниже минус 40 градусов, она присутствует в малых регионах, и там, проще говоря, рынок очень маленький, и он является нерентабельным. Это, к примеру, даже по Якутии, если взять, то температура, где опускается до минус 50 градусов, это центральная часть Якутии, это Якутск, Горный, Намцы, Чурапча, Татинский, Усяудан, а в других регионах температура воздуха доходит до минус 30, минус 35, поэтому резина, в принципе, она работает хорошо. И если рассматривать Якутию саму, то здесь проживает 1 миллион человек. В центральной части Якутии живет примерно 500 тысяч. И как рынок, если сравнить даже по России, где живет 1 140 000 000, то это как капля в море, мы даже 1% не перекрываем. Поэтому насчет качества, для тех частей России у нас очень хорошие резинотехнические изделия, а под наши условия они приходится немного приходится дорабатывать их. Часто такие кадры показывают, у нас где-то там в Кушнере минус 50, смотрите, эти большегрузы стоят, и большинство, где, смотрите, китайские колеса, они все полопались. Да, есть такой нюанс. Тут в зависимости от производителя есть же разные резины летнего типа и зимнего. И, конечно, в таких условиях надо соблюдать технику безопасности. Это зимой желательно не оставаться на дороге, потому что там не только может замерзнуть резина, там может и масло гидравлическое замерзнуть, и что-то еще случится, и аккумулятор сесть. А Афанасий, у меня такой вопрос. Почему мы каждый раз мучаемся и меняем резину на зимнюю, на летнюю? Нельзя ли одну такую универсальную сделать для Якутии? И мы бы не мучились. А мы над этой задачей мы работаем в нашей лаборатории. У нас есть команда. И мы сделали пыльник. Получается, мы его с 2019 года установили и тестируем. Из 20 пыльников, слетело 3 пыльника. Это 2 пыльника слетели из-за того, что была некачественная установка, потому что каждый пыльник, он, оказывается, должен устанавливаться под определенный параметр. Обычно, когда устанавливают, его пытаются чуть уменьшить, чтобы напряжение было поменьше. А когда там устанавливали, его наоборот натянули, концентрация напряжения больше стала, и они
сломались. А третий пыльник, который слетел, ну там надо разбираться, в чем причина. Потому что ту фотографию, которую нам предоставили, я не узнал, что это наш пыльник. Мне показалось, как будто это фабричный. Просто он слетел, и его отправили. Поэтому сейчас должны его предоставить, и мы будем смотреть. Вот и на свои машины поставили ребята, наблюдаем, смотрим. Пока результатом довольны. Есть машины, у которых пробег был свыше 30 тысяч километров, есть пробег 40 тысяч километров, у кого-то там 10 тысяч. У меня, к примеру, стоит на машине жены, там уже пробег примерно составил 10 тысяч километров и уже едет, ну, как бы второй год. Ну, хотелось бы выйти на такое качество, чтобы человек поставил, это вот как у меня одногруппник рассказывает, у них в Красноярске, говорит, у них, если пыльник выходит, то выходит только от старости, через 5-6 лет. Хотелось бы тоже такой результат достичь. Меня зовут Александр Спиридонов, я являюсь ведущим научным сотрудником, руководителем лаборатории полимерной композиты для Севера. Наша лаборатория была открыта в 2021 году в рамках проекта «Наука и университеты». Всего у нас лаборатория состоит из 21 сотрудника, в числе которых 30% это студенты последних курсов. Вообще, я считаю, это прекрасная возможность для студентов проявить себя на этом поприще, ведь они уже, начиная с первого курса, активно занимаются научной исследовательской деятельностью, пишут научные статьи, патенты, участвуют в международных конференциях. И стоит отметить, что за это их очень хорошо благодарит университет в плане того, что за это им добавляются дополнительные баллы в учебе. Для них выплачивается повышенная стипендия, есть возможность зарубежных стажировок. Сейчас, в данный момент, лаборатория наша занимается, помимо разработки деталей, узлов, машин трения, да, техники, работающей на Севере, занимается медицинским направлением. На данный момент мы разрабатываем материалы медицинского назначения из полимеров, которые, возможно, будут использованы для изготовления изделий, протезов, эндопротезов сустава человека. Эта тема для нас считается новой в университете, ну и вообще в республике. Сейчас пишем на эту тему статьи, проводим исследования, в том числе доклинические, инвиво и инвитро. Мне кажется, это будет весьма интересным направлением являться не только в республике, но и в России в целом, в нашей стране, которая вообще только-только начинает развиваться, поскольку у нас нету как такового производства, полноценного производства медицинских изделий. Сейчас же это все импортируется, ну и в свете текущих событий, мне кажется, это направление будет пользоваться большой актуальностью. В науку я попал, честно сказать, случайно. Как-то так путь повернулся, что я поступил на учителя физики, потому что изначально я окончил 9 классов образования, после этого я поступил в радиотехнический колледж имени Дудкина, и по специальности я первый, получается, техник-связист. Хотел дальше продолжить обучение, чтобы пойти работать инженером. Поступил в тогда ЕГУ на физика, закончил уже СФУ учителем физики, и в тот момент мне Тамара Ильинична была руководитель дипломной работы, она меня рекомендовала своей племяннице Марине Дмитриевне. И таким образом я как-то непонятно из физика переквалифицировался в химика. Ну, попав туда, начал работать, потом попал под крыло Айталины Алексеевны Хлопковой, и вот она мне очень серьезно помогла, поддержала. И сейчас вот занимаюсь таким делом, которое меня очень сильно привлекает и удовлетворяет. Меня всегда привлекали сложные вещи, не простые, вот, которые вот взял, сделал, переложил, поставил, либо что-то подписал, а именно понять вот саму суть. Ведь многие же как представляют, что такое электрон и как он себя ведет, что такое напряжение и что такое вот сила тока, а самого вот понимания как бы вот нету. И мне вот всегда привлекало именно понять саму природу, именно докопаться вот до тех вот вещей, до фундаментально.
Еще какое удовольствие. Ну и когда вот эти фундаментальные вещи переходят в прикладные, к примеру, вот двухслойный материал, то радости, конечно, много, потому что раньше считалось то, что это несовместимый материал, а получилось, что можно совместить. И плюс, когда вот эти фундаментальные вещи не приходят в прикладные еще в виде различных пыльников, сальников, манжет этих уплотнительных, и когда мы их внедряем, и они приносят какую-то пользу, то тоже. А самое большое такое удовольствие доставляет, конечно, это передача своих знаний, опыта студентам. Вообще я считаю отрадным, когда школьник уже с ранних лет, скажем, с 7-6 класса начинает увлекаться наукой. Я и сам был таким, когда, будучи в 5 классе, в 4-5 классе с братьями и сестрами игрался со школьной аптечкой, смешивал одни таблетки с другими, одни пузырьки с другими. И когда-то в каких-то случаях что-то выходило, какие-то газы выпускались, какие-то осадки выпадали, в каких-то случаях ничего не получалось. И поэтому становилось интересно, почему, когда смешиваешь одно вещество с другим, что-то происходит, какая-то реакция бурная, а в другом случае ничего не происходит. И это подстегнуло меня изучать науку, химию. Вообще, химия считается наукой не для всех, во-первых, потому что она сложная, действительно так. И, во-вторых, сейчас, ну, конечно, отрадно, что сейчас уже меньше, но все-таки очень в обществе превалирует химофобия, то есть боятся химических веществ, каких-то реактивов. Родители детям запрещают заниматься химией, считая, что это вредно для здоровья. Хотя сейчас все, что у нас вокруг окружает, это химия, я считаю, что это самая интересная наука. Я не думаю, что это где-то там закладывается с рождения. Это, наверное, зависит больше от того, что человека окружало. Если у человека с детства человек слушает красивую музыку, или его родители музыканты, мне кажется, у него больше шансов стать тоже музыкантом. Ну, конечно, бывают и исключения, да, когда у всего окружения на уши медведь наступил, а ребенок, да, становится там признанным музыкантом. То есть это вот так вот. Ну и то же самое в науке. Если человека окружают мудрые педагоги, наставники, которые как раз-таки умеют заинтересовать его, то, соответственно, у него, по крайней мере, вот это вот, проявляется больше вот эта способность к научным исследованиям. На самом деле опыт этот используется, потому что я очень часто слышу то, что это у военных практикуется, это практикуется в дальних селах, то, что за место пыльника, когда он ломается, берется, смазывается шрус солидолом и просто обматывается герметично кожей. Кожа обматывается, закручивается хомутами, либо проволокой, и у них очень хорошо все ведет. Насчет вот металла я не могу ничего сказать, потому что я не специалист в этой области, а насчет вот полимерных материалов мы работаем над этим, ну, всячески пытаемся улучшить. Также у нас открываются и различные новые направления. Ну, в плане научной деятельности, конечно, планы очень большие, необходимо. Надо дальше проводить эти исследования, в том числе в медицинском направлении. Ну, в плане хобби такие же, как и все увлечения, путешествия, книги, кулинария, фильмы. То есть все ученые, они такие же в мирной жизни, как и все остальные. Ну вот и сейчас ждем, когда наши доклинические испытания закончатся, в частности, испытания материала для эндопротезов, и уже хотим общаться непосредственно с теми людьми, которые занимаются непосредственно хирургическим вмешательством, будем подыскивать другие способы уже доклинического испытания на человеке, да, чтобы помочь добиться вот как раз-таки повышения уровня здравоохранения в России, в Якутии. Александр, простыми словами, эндопротезирование, Сустава. Тазобедренные, коленные суставы. Искусственные? Да, замена. Когда человек очень много ходит, либо какие-то врожденные или приобретенные заболевания, у него происходит износ суставов, что уже качество жизни снижается до низу, и приходится заменять. Сейчас металлические, вот мы анализировали, металлические колено поставили. Ну, металлическое тоже ставят. Но вот там на самом деле этот протез, он составной, там металлические части есть, полимерные части.
поэтому есть керамические части. Вот, в принципе, все, что сейчас, все эти суставы, которые устанавливают, они в основном зарубежные. Очень небольшая доля российских, поэтому это направление сейчас, как я уже сказал, очень хорошо развивается интенсивно. Поэтому Нет, у меня нет такого. У меня отец обычный строитель, мама у меня сотрудник Якутского гидромедцентра, а у меня как-то так вот само по себе получилось. Но я очень рад, что в свое время мама мне привила любовь к чтению. Прямо это заставляли меня читать, и потом в конце концов я понял, что читать это хорошо. И сейчас, анализируя свой путь, я понимаю, что, наверное, благодаря этому во многом получилось. А так у меня свой путь получился. Я не пошел по стопам чьим-то. А вот тогда в этом плане вопрос. Детей скольки лет надо привлекать к использованию вот телефонов, всех этих современных гаджетов? Потому что вот многие же говорят, мы до 5 лет не должны давать. Да, все смотрят по-разному. У меня у самого 2 детей. Но я считаю, то, что вот пока у детей есть любопытство, их его надо удовлетворять. Но надо делать какое-то ограничение, потому что все равно телевизор, как я заметил, телефоны, они влияют на детей, они становятся капризными, плачут, если сидят там больше часа-двух. Ну, конечно, когда они взрослеют, они, наверное, могут, психика крепнет и может больше сидеть, но мы ограничим, конечно, час-два. Сейчас у меня ребенку 6 лет, и он в следующем году пойдет в школу, поэтому мы ей купили телефон, потому что ей надо научиться пользоваться. Без связи сейчас никуда. Ну и молодежи, делать то, что приносит вам удовольствие, делает вас счастливым. Я думаю, что это самое главное. Если вам нравится наука, то мы очень рады. Может, вам не резина нравится, может, вам больше филология, либо иностранный язык, может, кому-то нравится петь. Но главное искать свой путь. Пожелание молодежи, наверное. Сейчас большой минус из-за того, что очень большой переизбыток информации вокруг. Поэтому молодежи нужно уже сейчас с раннего этапа ставить приоритеты. То есть не распыляться, не заниматься тем и всем, не брать на себя слишком много, заниматься какими-то приоритетными вещами. А как вот выбрать это, чтобы не ошибиться? Тут уже каждому свое. Кому-то, у нас есть студенты очень активные, профсоюзы везде участвуют, культ масс, то есть организуют очень организаторские способности, да, у них, то есть, а есть студенты, которые, наоборот, более склонны к научной, к спокойной, к серьезной какой-то деятельности. А есть такие студенты, которые и там успевают, и вот разрываясь, ни то и ни другое у них. Либо там просаживается, либо тут, в любом случае, рано или поздно. Поэтому, то есть нужно уметь приоритеты какие-то расставлять. Это, мне кажется, не только в науке, но и везде. Химическому отделению! Гиб-гиб! Ура!